Но да что, а он ничего не хочет. Вот. А если будут звонить? Так, коллеги подключились, да? Мы видим Воркута, Ева. Коллеги, добрый день. Кто меня слышит? Алло, алло. Да, Никто вас не слышно, и слышит. видно, все хорошо. Все, отлично. Коллеги, мы сегодня проводим скайп-встречу, такую организационную, информационную, по планам на следующий год. Вы уже, конечно, свои планы сверстали, но мы информацию еще некоторую хотим вам дать. Итак, мы подготовили совместно с республиканскими библиотеками сводный план республиканских обучающих мероприятий на 2023 год. Хочу обратить на некоторые моменты особое внимание. Значит, смотрите, у нас на следующий год мы продолжаем Библиоэкспресс. Наш проект, заявок было достаточно. Он будет проходить онлайн и офлайн. И 2 встречи у нас будут выездные. На базе Сысольского района Визинга. Так, и Ухта, извините, Воркута, северный наш пуст. На это обратите внимание. Вообще, еще раз скажу, сводный план республиканских обучающих мероприятий, он расположен на нашем сайте в разделе «Коллегам», в разделе «Непрерывное образование». Вы уже, наверное, знаете про это. Еще хочу обратить ваше внимание, что у нас в январе, 26 января, мы организуем такую же скайп-встречу для тех библиотек, которые у нас собираются подавать заявки на создание модельных библиотек на федерацию. К сожалению, только 5 библиотек у нас изъявили желание участвовать в этом конкурсе. Это катастрофически мало. Катастрофически. Мы сейчас были, например, в Кирове, они делают 15 заявок. Самара тоже там больше 15 заявок.
Я Самару привожу в пример, потому что мы были в этом регионе и знаем уже этот регион. То есть у нас очень мало претендентов. И еще заявки должны быть конкурентоспособны, и поэтому нужно начинать работу сейчас. И мы хотим вот 26 января провести такой мастер-майнд, модельный четверг, на котором хотим обсудить те концепции, которые вы уже готовите на конкурс. Заслушаем концепции тех библиотек, которые будут участвовать в федеральном конкурсе в обязательном порядке. И прошу вас быть готовыми хотя бы прислать до этого времени наброски ваших концепций, чтобы мы понимали, о чем будет идти речь. Пожалуйста, обратите на это внимание. Дальше. Что касается курсов повышения квалификации на базе учебного центра нашего. Весной будут курсы повышения квалификации для модельных библиотек, вновь для сотрудников модельных библиотек. Почему? Потому что мы считаем, пока этот проект у нас идет, актуальные темы у нас не ушли, поэтому для сотрудников модельных библиотек весной у нас будут, опять же, курсы, и, скорее всего, мы пригласим кого-то из федеральных центров. Уже есть такие наметки, предположения. Так, далее. И осенью состоятся курсы повышения квалификации на базе учебного центра для библиографов. Тоже актуальная тема, много вопросов, много новых сотрудников, поэтому тема занятий с библиографами, она постоянно у нас актуальна. Дальше еще на один момент хотела обратить внимание в сводном плане. Так, сейчас, подождите. У нас в этом году не будет конкурса на лучшего библиотекаря, но состоится конкурс на лучших муниципальных учреждений культуры, сельских учреждений культуры и их работников. Этот конкурс у нас идет теперь включен в национальный проект культуры. Я прошу на это обратить внимание. Вы должны быть готовы предоставить документы и на библиотекарей постараться, и на библиотеки. Используйте эту возможность. И еще хочу обратить внимание некоторых библиотек. Пожалуйста, обратите внимание на материалы, на предоставление материалов, на оформление материалов, на содержательную часть материалов. Если вы в последний момент готовите документы, понятное дело, они не конкурентоспособны. Поэтому в течение года, скорее всего, будет в конце года, в ноябре будет этот конкурс. Не могу сказать, нам никто пока ничего не говорит, но будет конкурс. Поэтому готовьте материалы заранее, готовьте библиотекарей заранее, не в последний момент. И еще один момент, здесь вот к нам предъявляются претензии, что, дескать, одни и те же участвуют в конкурсе, одни и те же побеждают. Коллеги, но это уже полное, я не знаю, как это сказать. Пожалуйста, никто не запрещает вам предоставлять и готовить конкурентоспособные материалы. Работайте со своими библиотеками, работайте заранее с библиотекарями, и все будет у вас замечательно. Те, кто у нас, смотрю, из года в год участвует, успешно участвует, так это их заслуга, что они готовят свои учреждения и своих сотрудников. Пожалуйста, обратите на это внимание. Так. Еще в этом году у нас мы не проводим такие чисто библиотечные конференции, но у нас есть мероприятия определенной направленности. Например, мы планируем в октябре республиканскую
конференцию от экологического воспитания к экологической культуре общества. Это и для библиотекарей, и для педагогов, и для тех, кто заинтересован в популяризации, продвижении экологической культуры. На это обратите внимание. Я, конечно же, обращаю внимание на мероприятия, которые запланировала Национальная библиотека. Само собой, разумеется, у нас есть и мероприятия в сводном плане других республиканских библиотек. Вот, и поэтому обратите внимание на этот сводный план. В конце этого плана есть сносочки, ссылочки на тематику мероприятий, которые заявляют все республиканские библиотеки. И эта тематика расположена на сайтах библиотек. Кроме того, кроме республиканского сводного плана, мы обновили тематику лекций, выступлений сотрудников Национальной библиотеки. Тоже на него обратите внимание, очень много обновлений актуальных тем. К тем сотрудникам, которые заявили эти темы, вы можете обращаться за консультациями, вы можете приглашать их на онлайн или офлайн встречи, которые вы будете также проводить в своих ЦБС. Обратите внимание, этот список там же лежит в разделе «Коллегам. Непрерывное образование». Далее, что еще хочу сказать. Мы в 2023 году, в начале 2023 года будем готовить программу по чтению, республиканскую программу по продвижению чтения. Конечно же, мы хотим включить в эту программу не только мероприятия, которые будут проводить и республиканские библиотеки, и республиканские книгоиздающие, книготоргующие организации, Союз писателей Республики Коми. Но мы очень хотели бы, чтобы включить в эту программу на 3 года мероприятия муниципальных библиотек. Понятно, что у Удара есть праздник Коми-книги, понятно, что у Каркироса есть фестиваль по чтению, но есть и у других районов интересные проекты, интересные мероприятия, поэтому я очень прошу подключиться к этой программе, к подготовке этой программы и заявиться в эту программу со своими проектами и крупными мероприятиями. Это еще один момент. Дальше. По конкурсам я уже вам сказала. На конкурсы обратите внимание, на все конкурсы. Библиотекарь года будет проходить у нас в 2024 году, мы запланировали, и будет проходить он раз в 2 года. Поэтому уже заранее вы можете готовить своих сотрудников. Далее, по отчетности, статистику, понятное дело, вы сдаете до 1 февраля, все мы сдаем до 1 февраля, а текстовые отчеты очень просим до 1 марта. Сдать текстовые отчеты. Что касается текстовых отчетов, мы послали сейчас во все районы рекомендации методические, немножко обновили свои рекомендации, и я прошу вас обратить на это внимание. Вот в этом году мы смотрели. Да, конечно, практическое большинство ЦБС подключились к той форме отчетности, которую мы предложили. По итогам вашей отчетности мы делаем доклад о деятельности муниципальных библиотек Республики Коми будем делать за 2022 год. Вот, как вы знаете, предыдущие 2 года, за 2020 год мы вышли победителями, наш регион, на всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика». За 2021 год мы заняли 4-е место в этом конкурсе. Это очень хорошее место. И здесь мы думаем, приезжал к нам в гости и с профессиональными выступлениями Сергей Александрович Басов, заведующий
научно-аналитическим отделом Российской национальной библиотеки, организатор, это основной организатор этого конкурса, и он сказал, чтобы вот раз вы взяли высокую планку, вы должны эту планку и поддерживать. Поэтому очень просим вас тоже подключиться активно к этому процессу, к аналитике. И в особенности обратить внимание на разделы новые, которые мы вам уже предлагали, а в этом году еще актуализировали. Прежде всего, модельные библиотеки. Коллеги, в этом году вообще невозможно было делать аналитику. Разделы были практически пустые. Поэтому обратите внимание на эти разделы. Если вы не сделаете свой анализ, мы не сможем сделать хороший анализ по модельным библиотекам республики в целом. И дальше еще 2 раздела. Нам необходима информация с мест. Это гений места и пушкинская карта. Как внедряется пушкинская карта, как реализуется проект гений места у вас на местах. И еще хочу обратить внимание, будете делать отчеты в обязательном порядке после каждого раздела, пожалуйста, делайте выводы, сравнивайте цифры, сравнивайте показатели, ну, с прошлым годом хотя бы. Иначе вот не складывается, общие слова нам не нужны, нам нужна конкретика именно по вашему району, по вашей ЦБС. Поэтому в обязательном порядке делайте выводы, не делайте просто отписки. Я понимаю, что это трудоемкая работа, но вам самим эта работа нужна для того, чтобы потом в дальнейшем выстраивать свою деятельность. Я на этом закончу и передам слово Марине Николаевне Пахолковой. Если у вас будут вопросы, мы здесь рядышком и сразу же ответим на все вопросы. Коллеги, рада всех приветствовать. Давайте так, Людмила Николаевна говорила про отчетность, про составление письменного отчета. Большая просьба соблюдать разделы. Почему? Потому что с каждым разделом работает конкретный сотрудник определенного отдела, и чтобы им не искать, в какой раздел вы сократили, и, допустим, библиографическая деятельность у некоторых может вместо 7-го перейти в 5-й раздел. Поэтому обязательно соблюдайте разделы. Это очень важно для работы с вашими отчетами. Так, что-то я еще хотела вам сказать. Смотрите, как я вам предлагаю в отчете распределить информацию. В этом году нам будет интересно получить информацию не только по модельным библиотекам, которые Людмила Николаевна вам детально расписала в новой методике, но и информацию по гению места и внедрению пушкинской карты. Смотрите, предлагаю как. Гений места, анализ работы, вписать в раздел, сейчас я себе где-то делала пометочку. Во-первых, смотрите, надо будет, где вы будете писать анализ по модельным библиотекам, те модельные библиотеки, у нас 3 библиотеки приняли активное участие, и 3 подключаются к проекту, еще нет результата, ну, прошли они конкурс или нет. По гению места обязательно отразите такой кратенький анализ. Значит, смотрите, пополнился ли ваш фонд по выбранным направлениям креативных индустрий, была ли такая возможность, увеличились ли количество мероприятий с привлечением людей, работающих в этих креативных индустриях, и увеличилось ли посещение населения и спрос населения к этим мероприятиям. Далее, у этих 3 библиотек читатели прошли обучение. Было бы интересно знать, как вы отработали с этими читателями. То есть читатель обучился, получил новые навыки и знания. Как вы это применяете в своей работе? То есть вы проводили с ними встречи или не проводили? Поэтому очень детально распишите по гению места, чтобы у нас была полная информация и понимание работы библиотеки за год. Дальше я предлагаю другим модельным библиотекам, даже не только тем, которые работают по федеральному проекту, за федеральные деньги модернизировавшимся, но и за республиканские, тоже подключиться к этому проекту. Потому что креативные индустрии, несмотря на то, что казалось, что это совершенно несовместимо с библиотеками,
сложилось так, что, в общем-то, мы большую часть работы это и делаем. Посмотрите еще раз те направления, которые предлагает РГБ. И я думаю, что вы прям себя там увидите. Все наши встречи с интересными людьми, поэтами, литераторами, конкурсы юных писателей и так далее. Все это ну, вот очень прям плотно завязано на креативных индустриях. Я думаю, что очень многие могут подключиться к реализации этого проекта. Потом смотрите еще один раздел, который нам будет интересен. Это работа с Пушкинской картой. Его курировать будет Лида Александровна Квинт. И вот мы с ней разговаривали о том, чтобы было такое более детальное понимание. Понятно, что по Пушкинской карте вы предлагаете мероприятия для читателей. И логично было бы информацию по ней разместить в 6 разделе, где вы пишете как раз о мероприятиях. Было бы хорошо прям отдельно отразить прям под раздел «Пушкинская карта», как вы ее внедрили, какие мероприятия предложили читателям, как они откликнулись, ну и хорошо ли у вас этот процесс пошел. Понимаю, что уже сейчас на площадках интернета прям вот огромный опыт библиотек, как они работают, что они предлагают, как они заводят это в платные услуги. То есть информации уже очень много по этому. Поэтому нам интересно, как у нас это в республике реализуется и внедряется, потому что проект под кураторством Минкульта, понятно, что все эти проекты, модельная библиотека, гений места, Пушкинская карта будут контролироваться и курироваться. В этом сезоне, в декабре месяце, мы с вами столкнулись еще с одной проблемой, которую курирует Минкульт. До всех была доведена таблица, в которой необходимо было предоставить информацию о посещениях и выполнении показателя посещения культурно-массовых мероприятий библиотек. Очень многие, почему-то удивительно, что вы сбились в этом показателе. Это искусственно придуманный показатель, по которому мы ежемесячно, отчитываемся на платформе. Называется он «Мониторинг Культура-1». Там мы, понятно, что не суммируем эти данные, да, они идут по факту за месяц. Но по итогу за год наша республика должна была показать увеличение посещений в 1,1 раза к показателю 2019 года. Вся эта схема закреплена была в документе, который вам был отправлен ранее, в 2000 году. Мы на него не среагировали, потому что нам дали фуру с учетом ковидных ограничений, да, и было разрешено, то есть этот показатель не выполнить, было прямо написано, до какой позиции он не выполнен, но в 2021 его нужно было поднять к показателю уровня 2019 года. Соответственно, сейчас мы будем выполнять, в 2022, понятно, мы завалили в 1,1 раза. Теперь у нас стоит задача выполнения вот этого увеличения показателя в 1,2 раза. Конечно, мы не можем в приказном порядке вот это все делать, да. Я думаю, что министерство будет принимать шаги, потому что эта отчетность идет выше, и пока нет никаких решений о том, чтобы ее снизить. Вот у нас состоялся разговор с несколькими руководителями ЦБС. Понятно, что у нас население очень уменьшается в республике. Смотрите, цифры, с которыми вы работаете, показатель населения, вы берете не из управлений и администраций, вы берете на сайте Комистата официальную цифру, которая закреплена за республикой. То есть если сейчас в интернете ходит цифра о том, что у нас 737 тысяч там с хвостиком, то это неверно, и понятно, что вот эта цифра ничем не подкреплена. Открываете Комистат, население, и смотрите, какая цифра в вашем населенном пункте. Более того, там есть еще и возрастная разбивка, возрастно-половая разбивка. То есть вот смотрите, сколько у вас молодежи, сколько у вас подростков на основе этой статистики. Ну и понятно, что 803 тысячи там с хвостиком у нас. Вот от этой цифры, от официальной, надо отталкиваться. То есть, когда делаете расчеты, это обязательно. Потому что для меня было удивлением, что некоторые ЦБС берут цифру в администрации района. Это неправильно. Поэтому у вас может не выходить правильная статистика. Дальше смотрите, что. В следующем году мы планируем провести мониторинг методической деятельности.
для вас никакой дополнительной нагрузки не получается, потому что это раздел, который есть в отчете в годовом, который вы составляете. Этот раздел я немножечко раздробила и добавила некоторые позиции, но вообще он был очень дробный. И если вы детально распишете, не просто заполните таблицы, как вы это делаете, а прям под табличкой сделаете краткий анализ или пояснение к этой таблице, то, скорее всего, возможно, я очень надеюсь, что мы не будем вам отправлять дополнительные запросы, потому что эту работу мы запланировали на первый квартал. То есть это месяцы очень напряженные, вот мы с вами будем январь полностью отрабатывать со статистикой, я прям надеюсь на вашу оперативность, и что к 1 февраля мы закроем своды, то есть каждая ЦБС мне уже пришлет своды, чтобы с 1 по 5 февраля мы закрыли в целом по региону стат данные. То есть вот такая у нас ситуация, поэтому я от вас жду информацию прям вот очень-очень оперативно. Ну и понятно, когда вы сядете писать текстовой отчет, вы уже, имея вот эти вот данные абсолютные, вы поанализируете и посмотрите вашу ситуацию, как она у вас складывается. Ну и там очень подробно распишите в 10 разделе. Так. Про запросы сказала, что, скорее всего, не будем делать. Но я вот все, что я себе наметила сказать, вот на это обратите внимание, пожалуйста, на все цифры, где мы берем, то есть ничего не придумываем, все официально отталкиваемся. Увеличение показателя к 2019 году по факту, не по планируемой цифре, как некоторые задавали вопрос, не по плану. Обязательно отталкиваемся от факта. Вот выполнили в 2019 году 100 тысяч посещений, вот к этому посещению и ставим увеличение в 1,2 раза к концу 2023 года. Ну вот на этом все. Спасибо большое. Буду рада, если у нас как бы с вами случится хорошее взаимопонимание. Нет, это самое. Коллеги, Я место освобождаю вам место. Нет, садись рядышком. Коллеги, мы ждем от вас вопросов, готовы ответить, если есть они. Включайте микрофончики, и если есть вопросы, то задавайте. Либо в чат пусть пишут. Да, или в чат пишите. Ни у кого нет никаких вопросов, да? Это здорово. А хоть кто-нибудь откликнитесь, вы нас слышите или нет? Мы, может, в пустоту говорили? Нет, все Слышно. Слышите, да? А кто вот сейчас сказал? Слышите? Ежинская ЦБС. Отлично, отлично, спасибо. молодцы, спасибо. Ну, мне Всё, кажется, да? тогда завершаем. Тогда мы завершим. В рабочем порядке, если будут какие-то вопросы, звоните, пишите, будем с вами решать эти вопросы. Хотим вас поздравить с наступающим Новым годом. Здоровья прежде всего всем вам и членам ваших семей, мирного неба над головой и всего-всего самого доброго. Надеюсь на взаимопонимание и наше дальнейшее плодотворное сотрудничество. Удачи вам во всем. До свидания. До свидания, коллеги.